По поводу задержания моего сына и водителя, это идет продолжение, это было у нас позавчера. Они были задержаны, вчера был суд, водителя отпустили под домашний арест 30 суток. То есть под домашний арест сыну моему дали 20 дней, то есть дополнительно до расследования, потому что по процессуальному кодексу так положено, то есть до выяснения отношений всех до конца. Что говорит там насчет вины, если тот день сын мой был дома вообще, и каждый день он работает, занимается производством мебели. Человек, я еще не знаю такого человека, который был бы сутенером, занимался производством мебели. Если сегодня есть сутенер, должен быть факт передачи денег, оплаты, то есть за это. Понятно, что этого всего нету, но каких-то телефонных там разговоров, помощь делегации, которая была здесь, там часто обращается, я всегда их всегда отказываю им в этом, потому что очень много делегаций, которые приезжают к нам сюда, в Камрад, в Республику Молдова, они все хотят с кем-то знакомиться. Но я всегда говорю, что не наши, они здесь нашли ребят, которые им просто дали эти телефоны, то есть, и помогли, потому что они не знают русского языка. То есть это всего лишь все, что было, и все. Но в тот день мы занимались другой частью делегации, которая не хотела ехать в Кишинев. Она осталась здесь. Все мы были, мой сын возил эту вторую часть делегации в тот день. Как он мог заниматься этими делами в Кишиневе, если его там вообще не было? Но об этом и следствие тоже признало о том, что его там вообще не было. Единственное, в чем его обвинять, о том, что есть телефонные, то есть разговоры, где он помогал этим и звонил с своего телефона, потому что с тех других телефонов это роуминг, одно другое. Что они там дальше, там же сегодня объявлений очень много в газетах. Объявлений очень много, сегодня можно и с женщиной познакомиться, и с мужчиной, и жениться можно, и массаж получить, они совершенно открыты, эти объявления. И никаких проблем в этом нет, здесь нет состава преступлений, потому что это, как многие средства массовой информации это перевели. Мы понимаем, что на носу выборы президента, но кроме этого надо еще иметь что-то святое, прежде чем печатать там какие-то организованные. У нас очень много преступников ходят по городу, очень много их. Работы, я думаю, что правоохранительным органам вполне достаточно. У нас даже пожар на мебельной фабрике еще не рассматривался до сих пор. Это 100% поджог. Это многие вещи, те, которые должны были сегодня происходить. Но этого не случается. Поэтому я думаю, что правосудие разберется. В любом случае, пока я не могу констатировать что-то политический заказ или не политический, потому что я, по сути, никогда не лезу в эти политические. Я так обещал своим избирателям, что я не занимаюсь политикой. Так было и во время предвыборной кампании. Я занимаюсь только городом, мне это не нужно. Но, может быть, кому-то, конечно, не нравится, что многие вещи в городе делаются, и работа пошла, и долги закрыли, и все. То есть, и, наверное, это может кому-то не нравиться. Может, где-то кто-то может помочь в этих делах, которые начинаются. Помочь в чем? Сделать с этого шоу. То есть по всей республике. Один раз сделали с одним сыном, сейчас с вторым сыном. То есть вот за короткий период, буквально за 1 год и 3 месяца, сколько я нахожусь мэром города, вот с моей семьей происходят такие громкие вещи. Вот до сих пор у нас ничего не было. Вот здесь уже пускай сам наш житель сделает вывод. Потому что я лично не могу пока обвинять в том, что кто-то заказал с Кишинева, не Кишинева, потому что дело длится еще 26 апреля. Не то, что дело. 26 апреля делегация у нас была. Вот с того момента, буквально сейчас, вот пришли с масками, потому что я не отрицаю, несколько раз приглашали сына туда. Он был 1 раз, но повестку официальную никто не дал. Обычно приглашают нас здесь каждый день куда-то. У меня, будучи примаром, здесь ежедневно есть какие-то приглашения и в отдел коррупции, и в прокуратуру, и куда угодно. Но мы не можем реагировать без повестки. Поэтому, почему он не явился, хотя должен был явиться, потому что все-таки следственный орган, когда занимается, вот его единственная вина, поэтому они, видимо, решили устроить маски-шоу.